Братья и сестры, ассаламу алейкум. Сегодня мы начинаем новую передачу под названием «Нуруль Ислам. Свет Ислама». Наша главная цель в этой передаче, чтобы мусульмане близко познакомились со своей священной книгой Коран, чтобы не было у них ошибочных и искаженных представлений о нем. Мы планируем в каждой передаче брать по одному суре из Корана по порядковой очереди и изложить вам ее содержание. Если сура короткая, или содержание нескольких аятов из этой суры, если она длинная. Хочу особо подчеркнуть, что невозможно правильное понимание аятов Корана без знания комментариев богословских ученых на ту или иную аят. Ведь аяты Корана ниспосланы в разное время, в течение 23 лет, по конкретным обстоятельствам, в связи с разными событиями. Не изучив причину неспослания того или иного аята, не изучив отменяющих аятов от отмененных, разве можно точно определить их значение? Конечно, нет. Поэтому те дословные переводы, которые имеются у нас в руках, они не дают нам ничего, кроме поверхностного знакомства с текстом Корана. Итак, слово «Коран» означает «чтение». Это священная книга, ниспосланная Аллахом последнему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Коран разделен на 114 сур, то есть на 114 глав. Каждая сура имеет свои аяты, то есть стихи. Коран – это конституция мусульман, по которой они обязаны жить. И никто не вправе нарушать ее, какое бы высокое положение он не занимал в обществе. Однажды, когда попросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, простить женщину за воровство и отменить наказание, так как эта женщина была из рода пророка, он ответил: разве гибель прежних обществ не была условлена тем, что они прощали за воровство того, кто имел вес в обществе, и наказывали того, у кого его нет? Клянусь Аллахом, если даже Фатима, дочь Мухаммада, будет разоблачена в воровстве, я отрубил бы ей руку. Муттафакун алейх. Итак, главная миссия ниспослания Корана – это чтобы люди жили по его законам. Думаю, будет правильным, если мы, прежде чем начать перевод и смысл первой суры, приведем несколько изречений пророка про вознаграждение у Аллаха только за чтение Корана. В достоверном хадисе изречении пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано: «Ман караа харфан мин китабиллах, фалаху хасана, вал хасанату би'ашри амсалиха, ла акулу алиф лам мим харфун, валакин алифун харфун, валамун харфун, ва мимун харфун, раваху Турмузи би иснадин сахих». Кто прочитает одну букву из книги Аллаха, ему награда умноженная на 10. Я не говорю алиф лам мим одна буква. Я говорю алиф одна буква, лам одна буква и мим одна буква. То есть за чтение слова алиф лам мим у Аллаха пишется 30 наград. В другом хадисе сказано: «Икраул Кур'ан, фаиннаху яти яумал киямати шафи'ан ля асхабих». Раваху Муслим. Читайте Коран, ибо он придет в день воскресения заступником за тех, кто его читал. Теперь, дорогие братья и сестры, с помощью Аллаха мы начинаем изложить вам перевод и смысл первой суры Корана. Сура Макканская, это значит, что она была ниспослана, когда пророк жил в городе Макка. В суре 7 аятов. Называется она Аль-Фатиха, открывающая, так как она открывает священный Коран. Имеется много хадисов о ее важности и величии. Вот одно из них.
والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. رواه أحمد. Клянусь Аллахом, что нет ни в Торе, ни в Евангелии, ни в Забуре, ни в Коране суры, достойные ее. Итак, дорогие братья и сестры, начнем с первого аята первой суры. Первый аят. Бисмиллахир рахманир рахим. Перевод. Именем Аллаха, милостивого, милосердного. Смысл. Аллах сам начал свою книгу именем Бога, учит нас упомянуть имя Творца перед каждым поступком. Аллах – начало всего сущего, от Него исходит все, и Его именем начинается всякое действие. Он одинаково относится своей милости и верующему, и неверующему на этом свете. Но Он исключительно милосерден на том свете только мусульманам. Потому что только у них, у мусульман, полная вера. Они поверили и признали все книги Божьи и всех пророков без исключения. Чего не скажешь про иудеев, которые не признают ни Евангелие, ни Коран, ни Иисуса, ни Мухаммада, и чего не скажешь про христиан, которые не признают Корана и Мухаммада. Второй аят. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Перевод. Хвала Аллаху, Господу миров. Смысл. Хвала Аллаху, Господу миров, за то, что Он сотворил нас, дал нам разум, здоровье, дал средства к существованию и направил нас на истинный путь, путь ислама. Третий аят. Ар-Рахман ар-Рахим. Перевод. Милостивому, милосердному. Смысл. Смысл этих двух качеств Аллаха мы уже упомянули. Повторение этих качеств Аллаха для того, чтобы эти качества самостоятельно упомянулись в первой суре. Так как первый аят Бисмиллахир Рахманир Рахим приведен для начинания суры именем Аллаха. Четвертый аят. Малик Яумиддин. Перевод. Царю в день суда. Смысл. Люди не должны за повседневностью забывать о своем предназначении. В своей короткой земной жизни они должны контролировать свои поступки, не забывая, что их ждет судный день, где придется отвечать за каждый грешный поступок. И невозможно утаить от Аллаха ничего, ибо Он всевидящий, всезнающий, и нет суда справедливее суда Его. Пятый аят. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Перевод. Только Тебе мы поклоняемся, и только у Тебя просим помощи. Смысл. Аллах наш Творец. Поклонение – это высшая форма признательности. Разве может разумный человек поклониться творению, оставив Творца, который дал тебе все необходимое для жизни? Ум, зрение, слух, язык, руки, ноги? Конечно же нет. Также просьба о помощи должна быть обращена к Аллаху Всемогущему, ибо без Его соизволения не поможет никто. Поэтому, когда просишь у кого-то помощи, сперва сердцем проси у Аллаха, чтобы Он смягчил его сердце к тебе. И знай, что сердца всех людей находятся между двумя пальцами Аллаха. Шестой аят. Ихдина сират аль-мустаким. Перевод. Веди нас по дороге прямой. Смысл. Когда человек начинает понимать, что все исходит от Аллаха и возвращается к Нему, что без помощи Аллаха самостоятельно он не сможет идти по прямой пути, он начинает просить у Аллаха помощи в этом. Седьмой аят. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Перевод. По дороге тех, которых ты облагодетельствовал,
которых ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом и незаблудших. Смысл. Здесь Аллах разъясняет прямую дорогу. Она та дорога, по которой шли пророки и посланники Аллаха, начиная от Адама и кончая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Все они без исключения призывали только к одной дороге – верить в единого Бога и поклоняться только Ему. Вот по этой дороге, чтобы ввел нас Аллах, мы, мусульмане, должны всегда просить Его, а не по пути тех, которые отвергли истину и тем самым навлекли на себя гнев, и не по пути тех, которые, не познав истину, заблудились на этой пути. Согласно толкованиям, люди, навлекшие на себя гнев Аллаха, иудеи. Подтверждением этого является 61-й аят 2 суры, где сказано про иудеев: «Вабау бигадабин мин Аллах, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق». И оказались они под гневом Аллаха, это за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и убивали пророков без справедливости. А люди, названные в аяте заблудшими, это христиане. Они заблудились в простой истине, что Бог един и никакой троицы. И Иисус – раб и пророк Его, а не Сын Божий и не Господь. Иисус – человек, сотворенный Богом без Отца, как и Адам, у которого нет ни отца, ни матери. На этом позвольте, дорогие братья и сестры, закончить свое первое выступление. Спасибо за внимание. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.